Якутск может оказаться гораздо старше, чем считалось до сих пор. Такие выводы сделали якутские ученые в результате анализа находок, обнаруженных в ходе археологических раскопок на месте строящегося в столице бульвара Учителя. В ходе строительных работ, начатых в 2017 году, в центре города были обнаружены останки древнего городища 17 века. В честь открытия памятника, получившего название Логовая, принадлежит сотруднику отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения, Российской академии наук, Елене Соловьевой. На месте будущего бульвара Учителя были организованы раскопки, которые велись в течение сентября 2017 года под руководством кандидата исторических наук, директора музея города Якутска Екатерины Стробовой. Главным сюрпризом для нас стало обнаружение фрагментов, которые полностью идентичны образцам ранней, якутской кулу-натахской керамики, 15-16 веков. Это говорит о том, что оседлое поселение появилось на территории современного Якутска гораздо раньше 17 века, рассказала доктор исторических наук, профессор Сибирского отделения Российской академии наук, Розалия Бравина. Кулу-натахская культура – это позднесредневековая культура северо-востока Сибири, существовавшая в XIV-XVI веках на территории Якутии. Выделяют два этапа кулу-натахской культуры. В ранний, XIV и XV века. И поздний, сыр-дыкский, конец XV и XVI века. Эти поселения находят почти по всей территории нынешней Якутии. Были найдены останки домов с утварью. Размеры домов разные: 9 на 8, 7 на 5, 8 на 5, 5 на 7, а также хозяйственные постройки, летние дома и кузнечные дома. Жители этих поселений были скотоводами, разводили лошадей и крупный рогатый скот. Основными находками из этих поселений являются глиняные посуды, также меч, кылыс, с руническими письменами, наконечники от лука, ножницы, каменные плошки, формы, в которых изготавливались украшения, ожерелья из нефритовых и бирюзовых бус, фрагменты глиняных сосудов разной формы, украшенные орнаментом. Керамический комплекс, несмотря на некоторое своеобразие, больше тяготеет к сосудам из Южной, Западной Сибири и Прибайкалья, датируемых гунским и древнетюркским временем. Судя по анализу остеологического материала, в поселениях кулу-натахского типа XIV и XV веков преобладало коневодческое направление в хозяйстве. В 1976 году и до начала 1990-х годов впервые были выявлены и раскопаны памятники, связанные с распространением скотоводства в бассейне Средней Лены. Эти поселения, изученные в Мегино-Кангаласском, Татсинском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Амгинском улусах, объединены доктором исторических наук, профессором Анатолием Игнатьевичем Гоголевым, в одну кулу-натахскую археологическую культуру. В дальнейшем такие поселения были обнаружены на территории Вилюйского улуса. Эти поселения скотоводов однотипны, относятся к одному времени, определенной территории и, вероятно, к одной этнической общности. По радиоуглеродным данным они определены XIV и XV веками. Примерно на рубеже XV-XVI веков у кулу-натахцев произошли некоторые изменения в материальной культуре. Это дало возможность выделить в изучаемой культуре второй этап, сыр-дыкский, по названию поселения, в материалах которого прослежены эти изменения. Кулу-натахская культура в основном представлена поселениями, за исключением двух погребений. Последние, по всей видимости, относились к завершающейся стадии культуры. Они представляли собой одиночные захоронения, лежащие на глубине 90-95 см от земной поверхности, ориентировка широтная, головой на запад. В районах Сибири обычай погребать умерших на левом боку, с подогнутыми ногами и кистями рук перед лицом, впервые зафиксированы в памятниках Алтая, Приобья и северо-западной Монголии, датируемые 8-7 веками до нашей эры. В Минусинской котловине аналогичные погребения местами сохраняются до 8 и даже до 12 века. Результаты анализа предметов кулу-натахского комплекса показывают, что глиняные сосуды, два типа ножей, ножницы, серьги, железные наконечники, костяные застежки для пут, костяные струги с прорезями, наконечник с руническими знаками, обломки палаша, косы-горбуши, бусы из бирюзы, нефрита и перламутра, формы жилищ, проявляют определенную связь с аналогичными вещами из культур Прибайкалья, Южной и Западной Сибири. Но часть кулу-натахского комплекса несет на себе заметный отпечаток влияния традиций бронзового и раннего железного века Якутии. Это, прежде всего, относится к костяным и железным наконечникам стрел.
В сырдыкском этапе впервые появляются вещи, которые в 17-18 веках составили определенную часть материальной культуры якутов: глиняные сопла от горна, глиняные ножки-поставки, железные вильчатые наконечники стрел, пальма, ножи, ножницы, скобель, роговые орнаментированные рукоятки, опахали из конского хвоста, концевые костяные накладки лука. Поздняя якутская керамика 17-19 веков оформилась в результате дальнейшего эволюционного развития сосудов кулунатахской культуры. В исчезновение тонкостенной керамики эпохи раннего железного века фактически датируется началом второй четверти второго тысячелетия. Интересно отметить, что тунгусы и юкагиры, с которыми связывают культуры начиная от неолита до раннего железного века в территории Якутии, в 17 веках, не знали производства керамики. Пришлые скотоводы, кулунатахцы, осваивая центральную Якутию, привели с собой лошадей и крупный рогатый скот, организовали сенокосно-пастбищное хозяйство. Наблюдается существенное изменение культуры, происходившее под влиянием приспособления к местной природно-климатической среде. Вырисовывается панорама былых связей кыпчаков и якутов по линии сходства материальной культуры. С ними необходимо связать также обряд погребения с конем, особенно с остовом коня, чуждый как для куракан и монголоязычных народов. Также и западная ориентация, характерная в погребальном обряде якутов, характерная кыпчакским обрядам. Во всяком случае, известно, что половцы, кипчаки в XII-XIII веков придерживались обряда западной ориентации при погребении умерших. С ними с левой стороны, в отдельной яме или вместе с покойником, обнаруживается захоронение остова коня, головой на запад, иногда, на приступке, рядом с ямой, перекрытой деревянными плахами. По словам Анатолия Игнатьевича Гоголева, влияние курыканской и монголоязычной среды в археологических памятниках кулунатахской культуры практически не прослеживается. Не прослеживается оно также на якутском орнаменте 17-18 веков. По словам научного руководителя Института гуманитарных исследований Сибирского отделения Российской академии наук, доктора исторических наук Анатолия Алексеева, о том, что на месте современного Якутска еще до прихода русских казаков существовало поселение, говорил еще Алексей Окладников. Но он основывал свои выводы на анализе фольклора и исторических источников. Теперь ученые получили вещественные доказательства этого факта. Окладников искал эти доказательства, но не нашел. Да и сама ранняя якутская, кулунатахская культура была выделена позже. Нам посчастливилось найти эти свидетельства только сейчас, рассказал он. Пока точную дату находки ученые не называют, но, по словам Анатолия Алексеева, найденные фрагменты относятся примерно к XV веку. Ученые основывают свои выводы на сходстве найденных фрагментов керамики с другими образцами ранней якутской кулунатахской культуры, границы которой якутский этнограф Анатолий Гоголев датировал XIV-XVI веками. Окончательно подтвердить их выводы должен радиоуглеродный анализ. Главное значение находки в том, что в случае, если предположения ученых подтвердятся, это будет основанием пересмотра даты строительства Якутска.